Это Маргарита Замчинская, родная сестра министра финансов Чувашии Светланы Енилиной. Замчинская руководит компанией Audit Consulting, которая проверяет отчетность крупнейших компаний на соблюдение законов. Большая часть ее клиентов – компании, в которых имеет долю правительство Чувашии. Среди них Чувашхлебопродукт, Агроинновации, газета «Советская Чувашия», гостиница «Адл», издательский дом «Грани» и многие другие. Эти структуры контролирует министр финансов Светлана Енилина. Вероятно, она и навязывает подконтрольным компаниям и министерствам услуги сестры. Ну а если министру Енилиной станет мало тех 3 миллионов рублей в год, которые она зарабатывает, то всегда есть сестра, которая может сделать нужный вывод в экспертизе или закрыть глаза на финансовые нарушения в отчетности. Еще летом прошлого года депутат Госсовета Игорь Маляков обращался в прокуратуру с требованием проверить действия Енилиной и Замчинской на предмет конфликта интересов. Но тогда надзорное ведомство не нашло в деловых отношениях сестер никаких нарушений. Ну а 20 февраля этого года Замчинская была задержана с поличным при получении взятки в 15 миллионов рублей наличными. Эта сумма только часть взятки в 25 миллионов, которую требовала сестра министра финансов у научно-производственного объединения «Экра» за подготовку недостоверного аудиторского отчета. Сейчас на Замчинскую возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, и ближайшие 2 месяца, пока будет идти следствие, она проведет в СИЗО. Между тем, этот человек всегда пользовался безграничным доверием у государственных органов республики. Правда, за пределами Чувашии ситуация выглядит ровно наоборот. Надзорные органы Татарстана, например, находят у аудит-консалтинга множество нарушений, в том числе отсутствие аттестатов у аудиторов, формы бухгалтерской отчетности без проставленных дат и несоблюдение базовых требований к форме и содержанию аудиторских заключений. До сих пор ни глава республики Михаил Игнатьев, ни министр финансов Светлана Енилина никак не прокомментировали ситуацию. Мы все знаем, что власть в кавказских регионах принадлежит семейным кланам. А между тем, прямо здесь, в Чувашии, происходит то же самое. Главная задача таких, как Игнатьев, Енилина и Замчинская – это обогащение. На нас с вами им наплевать. Именно такие коррупционеры живут в Чувашии достойно. Бюджетникам же, врачам, преподавателям и воспитателям детского сада они предлагают жить на копейки. Чувашия должна развиваться по-другому. Здесь не должно быть бессовестных чиновников, которых назначают из Москвы. Республика должны управлять люди, которых выбирали на честных конкурентных выборах. Светлана Енилина должна уйти со своего поста министра финансов, если у нее осталась хоть капля совести.